Я продолжаю писать карту дня на 31 января. На среду смотрим следующие 6 знаков зодиака. Здесь у меня в видео будут весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи и рыбки. Если вы свой знак не услышали среди названных 6, тогда вам нужна первая часть. Под этим видео внизу есть ссылочка на первую часть. А я смотрю дальше. Весы, среда, 31. Покажите мне события, что у весов будет. Книга первая выпадает, это казенный дом, посещение госучреждения, ну или какой-то контакт, да, то есть звонок, кто-то с госучреждения, может быть, приходит к вам, дорога, поездка. Госучреждение это еще может быть ЖД вокзал, аэропорт, если с дорогой вместе. Любовь, болезнь, маска, обман, так, и смотрим, что здесь. Горизонтали, вертикали не нашла. Так, значит, смотрим. Получается посещение госучреждения в этот день, поездка, гармоничные отношения в паре, может быть ухудшение самочувствия, усталость еще может быть, череп, головные боли и так далее. И маска, обман. То есть у вас два предупреждения, два минуса. Это маска и это череп. Так что постарайтесь избежать обмана, да, то есть и ухудшения самочувствия. Благодарю за внимание, весы. Я перехожу к скорпионам. Смотрим скорпионы. 31 января. События дня для скорпионов. Весы, колебания, сомнения у вас могут быть в среду. Маску нельзя. Подарочек может быть. Презент, подарок, бонус какой-то. Ну, то, что дается нам, да, вот, как говорится, на халяву. Хорошие новости. Застолье. Приглашение нельзя. Змею нельзя. И здесь не вижу. Значит, у вас 4 события. Будут какие-то сомнения, колебания в этот день. Может быть сложный выбор. То есть вы будете метаться. Также подарок. Может быть, при выборе подарка иногда не мы получаем подарок, а мы кому-то дарим подарок. Да? То есть, может быть, будете выбирать подарок.
Дальше новости, какие-то очень классные будут, позитивные. И, возможно, застолье, подарки. Где-то что-то будете отмечать. Вот такая информация для вас, скорпиончики. Поздравлять просто кого-то будете. Может быть, прям застолья не будет, но кого-то будете поздравлять. Благодарю за внимание и перехожу дальше к стрельцам. 31 января, среда, стрельцы. Подарок. Подарок, презент. Месяц. Событие, которое имеет какую-то цикличность, повторяется постоянно. Мешочек показывает получение. Хотя не всегда получение, иногда это и расходы. Но смотрите, события, это происходит с вами каждый месяц. Может быть, получаете деньги, а может быть, что-то оплачиваете, тратите. То есть какое-то цикличное событие, связанное с финансами. Колебания, сомнения. Открытие секретов, тайн. Тайная встреча. Змея. Злые языки. Завистники. Рыбу нельзя. Колокольчик, пустые разговоры. Слезы. Змея и слезы. Ужалить, сделает больно. Ну, здесь нет. Значит, получается, в этот день у вас, карта показывает, может быть подарок, презент, пустые разговоры с кем-то, событие, которое повторяется, финансовые вопросы могут решаться в этот день, колебания, сомнения, открытие тайн, тайные встречи. Скорее всего, тайные встречи, если будут в этот день у вас с кем-то, то они откроются. Да, или если в тайне от вас кто-то будет встречаться, опять же, замок показывает, что все тайны, они вылезут наружу. Ну и еще минус, да, то есть показывает, что у вас будет общение со змеей, и эта змея может довести вас до слез, да, то есть, ну, что-то неприятное сказать, сделать. Потому что это всегда человек с таким длинным языком. Поэтому вот такой минус тоже у вас есть, стрельцы, в среду. Благодарю за внимание, я перехожу к козерогам. Козерожки. 31 января, среда. События для козерогов. Покажите мне. Конверт. Конверт показывает получение. Цыпленок. Общение с детками. Победа. Новость о победе или получение какой-то победы. Ножницы нельзя соединить. События в доме.
Надежда. Надежда на победу. Череп нельзя. Свидание. Может быть, еще приятная встреча. Новости. Информация придет. Удача. Подкова у вас в кармане. Здесь нет совпадения. Получается в этот день, смотрите, общение с детками, дети, внуки, крестники, племянники, да, то есть ученики, кто-то вот маленький. Дальше победа, события, получение, что-то будете получать, приятная встреча, надежда, новости, информация приходит и удача, везение у вас в кармане в этот день. Так что вот такой день. В принципе, плохого ничего не выпало, то есть негатива нет. Ну, новости, конечно, разные бывают, не всегда приятные. Ну, в целом, вроде как все события хорошие, наверное, новости будут хорошие. Благодарю за внимание, Козероги. Перехожу к Водолеям. Смотрим Водолеи. 31 января. События дня для Водолеев. Покажите мне. Цыпленок выпадает, первое событие. Это общение с детьми. Якорь. Остановка где-то надолго. Может быть, с детьми проведете много времени. И друзья, смотрите, выпадают. Друзья, дети. Любовь нельзя. Змея, общение со змеей. Ключик нельзя. Деловая встреча. Также может быть в этот день. Прибыль. Встреча приносит прибыль. Удача, подкова. Расческу нельзя. Так, ну больше не вижу. Значит, смотрите, у вас в этот день общение с семьей и детьми, может быть, цыпленок может показывать семейную жизнь. Якорь показывает, что вы где-то надолго заякоритесь, проведете несколько часов в одном месте. Возможно, вот как раз в этом месте будут семья, дети, друзья. Дальше может быть деловая встреча, финансовые поступления, прибыль, удача. И еще также минус выпал змея. Змея – это общение с человеком, знаете, который будет стараться вас как-то ужалить, задеть, сделать больно. Поэтому вот, к сожалению, да, то есть выпала змея. Это люди, которые завидуют, да, то есть и желают нам зла. Ну, иногда, конечно, змея показывает человека, который по-дружески к нам относится, да, вот друг и змея выпала. Допустим, человек там по году рождения змея, там связан с медициной, худенький, высокий, иногда так тоже бывает. Ну, в любом случае, да, то есть надо быть наготове к тому, что вы можете встретиться с таким человеком, а если этого не произойдет, то, ну, это будет прекрасно. Благодарю за внимание, Водолей. Я перехожу к рыбкам.
Рыба, 31 января. События дня для рыб. Солнышко, радость. Надежда, подсвечник. Пустые разговоры, болтовня, колокольчик. Яблоко нет. Ключик. Все в ваших руках в этот день перед вами, да, то есть открываются любые двери. Ну, получаете все, что хотите. Новости, вести. Неприятность. Да, вот одно событие минус тоже есть. Какая-то неприятность может быть. Также рядышком выпадает общение с каким-то влиятельным человеком. Возможно, неприятность будет связана, да, вот с этим человеком. Бокал, застолье. Застолье, хорошее настроение. Так, здесь нет и не вижу совпадений. Получается, в этот день у вас какие-то надежды на этот день, хорошее настроение, застолье, да, то есть, ну, где-то с кем-то будете сидеть, отдыхать, пустые разговоры будут. Все в ваших руках, ключ. У вас есть ключ, которым вы можете открыть себе любую дверь. Будут новости, будет общение с влиятельными людьми, и, видите, выпадает одно событие, неприятность. Но, опять же, это может быть ваша неприятность, но у вас есть ключ, а ключ всегда показывает, что вы легко можете, да, эту неприятность решить. И второй вариант, если все события хорошие, а неприятность выпадает, иногда бывает, что у кого-то неприятность, и либо мы являемся свидетелями этой неприятности, да, то есть это на наших глазах. Иногда мы помогаем человеку, да, то есть решить какую-то неприятность, да, то есть, ну, соответственно, не участвуем. Поэтому вот может быть так у вас проиграется. То есть это не с вами будет, а вы как бы будете свидетелем. Ну, хотя вот может быть и с вами, то есть я уже тут не могу вам конкретнее сказать. Вот такая вот информация для вас, рыбки, на этот день. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.